Одной из главных тем абхазской повестки остается внешняя безопасность Абхазии и что делается для ее укрепления. Новость о том, что Грузия планирует наладить производство боевых беспилотных летательных аппаратов по типу турецких байрактаров, в очередной раз напомнила о том, что мир хрупкий, возможны провокации на госгранице по реке Ингур, и Абхазия должна быть готова себя защитить. Грузия понимает, что в данное время у них нет никаких шансов каких-либо действий против Абхазии предпринимать военного характера, поскольку у нас соглашение с Российской Федерацией по поводу взаимной помощи, военной взаимной помощи, поэтому российские войска стоят в Абхазии, поэтому шансов какие-то провокации совершить, тем более серьезного масштаба, у них нет, я думаю, и поэтому они прекрасно это понимают. Тем не менее, тот факт, что они не подписывают упорно соглашение о неприменении силы, говорит о том, что, конечно, они готовятся к военным действиям, но не сейчас, а ждут какого-то удобного момента. К счастью, он не наступает, и, надеюсь, он никогда не наступит. Но, тем не менее, конечно, им терять нечего, теперь у них большое, поэтому тем более война в Карабахе показала, что в современных боевых действиях очень трудно обойтись без именно беспилотников, которые очень большую информацию доставляют без риска для живой силы. Поэтому ясно, что и Грузия тоже решила модернизировать свои военные силы с помощью даже производства этих беспилотников. Это потенциальная угроза. Нельзя списывать со счетов вообще грузинскую военную угрозу, как некоторые, может, нас думают, что все уже. Нет, это еще не все. Это конфликт очень долговременный, он незавершенный, и поэтому здесь нужно всегда понимать, что возможны провокации, возможны какие-то действия, но, к счастью, у нас есть гарант нашей независимости, у нас прекрасные отношения с Российской Федерацией, и здесь, я думаю, не будет никаких поползновений. Грузия не присоединилась к санкциям против России, достаточно проявил здравый смысл, поскольку это навредили бы ее экономике, довольно хрупком состоянии находящейся, и ее, в общем-то, положению сейчас. Но, с другой стороны, конечно, они присоединяются ко всем антироссийским акциям на площадке ООН и везде. Там никаких сюрпризов не может быть. Но здесь они стараются все-таки держать какую-то такую, некоторую отстраненность от конфликта на Украине, чтобы не вызвать какие-то действия ответных со стороны России. Нам нужно, конечно же, это все наблюдать и принимать надлежащие меры, и также, видимо, таким же путем, нашу военную структуру модернизировать. Я думаю, что нужно всегда готовиться к тому, что мы должны быть начеку, должны быть всегда готовы к любым возможным провокациям и действиям со стороны Грузии. Мы живем, конечно, в сложное время. Идет переустройство мировой системы. Система, которая сложилась после Второй мировой войны, когда сложилось два полюса силы мировой политики, она после 90-го года стала меняться. Появился в лице Соединенных Штатов Америки единственный гегемон. И после этого целый ряд таких последовательных действий были совершены Соединенными Штатами Америки, потому чтобы ослаблять Россию. И это и продвижение НАТО границам Российской Федерации. И этот процесс, в конце концов, привел к тому, что Россия уже не могла позволить такие действия, потому что это угрожало вообще национальной безопасности Российской Федерации, когда уже и Украину начали втягивать в этот процесс. Мы знаем, когда события в Крыму были, совершенно очевидно, что уже базы НАТО могли там оказаться на Черном море, в Крыму. Поэтому сейчас Россия, в первую очередь, и Китай меняют эту международную картину. Это всегда чревато серьезными последствиями. Такие процессы бывали в мире не раз. Они и войнами кончались, другими серьезными потрясениями. Пока трудно прогнозировать, во что это может вылиться. Надеемся на то, что это не перерастет в ядерную катастрофу какую-то.
И вот в последнее время мы уже видим, какой-то психоз такой начался, когда те страны, которым, в принципе, вообще тоже ничего не угрожает, начинают вооружаться, заявлять о каких-то своих опасениях. Вы знаете, когда в 90-м году Германия объединилась, Гельмут Коль, канцлер тогда, сказал, что у Германии нет врагов, ее окружают только дружеские страны. На самом деле, кто сегодня угрожает Германии или скандинавским странам, Франции или каким-то другим странам? Нет же ничего этого. Тем не менее, мы видим, как лихорадочно начинают вооружаться и как говорят о каких-то мифических опасностях, которые им угрожают. И поэтому, с одной стороны, это трудно поддается логике, с другой стороны, это то, что очень часто в мировой политике происходило, когда пытаются сдерживать державу, которая с их точки зрения представляет опасность. Но в данном случае европейцам ничего не угрожает. Эту угрозу почувствовали Соединенные Штаты Америки. А мы знаем, что европейские страны, члены НАТО, они управляются Соединенными Штатами Америки. Мы сейчас видим, что и в Грузии тоже тут ожидать того, что они начнут выпускать байрактары, и изменит просто здесь ситуацию. Но это нереально, потому что у нас есть все-таки стратегический союз, самая мощная армия в мире, это российская армия. И здесь мы достаточно надежно защищены. Именно поэтому, когда там были призывы к руководству Грузии поддержать операцию на Украине, они воздержались от этого, потому что прекрасно понимают, чем это чревато для безопасности самой Грузии. Этот фактор, конечно, не может нас не беспокоить. Мы тоже должны думать о своей безопасности и обороне, потому что у нас на самом деле есть угроза. Российские военные базы в соответствии с договорами надежно прикрывают весь периметр госграницы с Грузией. Тем не менее, как отмечают эксперты, следует улучшать военно-техническое обеспечение абхазской армии, расширять круг контактов с другими странами и различными международными организациями. Конечно же, хорошо бы расширять круг контактов с Белоруссией и с другими странами по СНГ, с организацией ОДКБ, да. Это, конечно, замечательно было бы, но это не так просто, учитывая нашу непризнанность. Здесь, конечно, нужно активизировать наши возможности по признанию со стороны и Беларуси, и других стран. Какие-то контакты есть, я думаю, что кто-то ведется, какие-то контакты ведутся, проводятся, но это не так просто, такой простой вопрос на самом деле. Потому что без признания Абхазии, конечно, мы не можем быть даже наблюдателем в ОДКБ, к сожалению, пока еще у нас шансов мало на это. Но работу в этом отношении нужно проводить и, естественно, укреплять отношения с нашим стратегическим партнером. Такая двуединая задача, параллельная и очень важная. Грузия оснащается и поддерживается Соединенными Штатами Америки, другими европейскими государствами. Но у нас тоже, я уже сказал, тоже, в отличие от Грузии, у нас есть стратегический союз с Российской Федерацией. В договоре прямо записано, что в случае войны Российская Федерация выступит в нашу защиту и наоборот. Мы тоже за защиту России выступить должны в этом случае. Грузия такого союза не имеет, стратегического союза ни с НАТО. Давно добивается этого, но пока этого не произошло, надеюсь, не будет. А что касается армии, да, мы постоянно следим за этим. Совсем недавно тоже инспектировали с вице-президентом, до этого с президентом. Есть много проблем, конечно. В любой армии мира есть проблемы. Возьмите любую армию, даже ту же американскую армию, которая, как они считают, самая сильная в мире, они тоже вам скажут, что у них есть проблемы. Участвовать в женевском формате тоже нужно, убеждены эксперты. Необходимо доносить собственную объективную информацию до мирового сообщества. При этом прорывных решений от дискуссии никто не ждет. Для того, чтобы попасть даже наблюдателем каких-то на площадках ООН, нужно очень сильно лоббировать со стороны целого ряда государств.
Вот. Это большая работа. Там только Палестина достигла вот этого такого уровня, вот, и поэтому здесь не так просто. Значит, насчет нашего участия в переговорах, вы можете иметь в виду, то я уже много раз об этом говорил, вот, что переговоры идут по поводу ситуации на Южном Кавказе, в Закавказье, и поэтому и касается нас напрямую, это вопрос безопасности, поэтому нам нужно там находиться в любом случае, когда речь идет о нашей безопасности, о нашей стране. Вот. Кроме того, я думаю, что даже само присутствие, да, вот наша делегация на переговорах на равных условиях со всеми другими делегациями, вы знаете их состав, оно укрепляет субъектность Абхазии на международной сцене. Это очень важно, что мы выступаем как субъект, как называют, как у нас имеется агентивность, у нас субъектность есть. Поэтому даже присутствие наше, если там даже нет каких-то прорывов, сенсаций, они не могут быть, потому что дипломатия игра в долгую. Это очень сложный, кропотливый вот, путь, но, как говорится, капля камень точит. Он не бессмысленный, он имеет смысл, но просто нельзя ожидать быстрых результатов. Вот в этом его особенность. Вот, и те, кто ожидает каких-то прорывов, они просто не поймут, о чем говорят. Вот у нас бывает какие-то разы. А зачем на эти переговоры, что мы там приобрели? Мы приобретаем правосубъектность, международную правосубъектность нашего государства. Это очень дорого стоит. Не всех пускают на такие площадки. Не все имеют доступ к этим площадкам. Это площадка ООН, ОБСЕ, Евросоюз, делегации США, России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии. Это очень серьезный формат на очень высоком уровне, и надо его использовать, даже если нет немедленных результатов. Я помню, в 2008 году мне Сергей Васильевич Багапш, Царство Небесное, говорил о том, что ему Лукашенко обещал в декабре признать Абхазию 2008 года, понимаете? Но, к сожалению, вот видите, такая ситуация это личность самого лидера Беларуси, который пытается как-то вот лавировать в каких-то условиях между Западом и Россией. Сейчас уже труднее лавировать стало, и в принципе он занял более определенную позицию. Тем не менее, видите, до сих пор нет признания. Хотя уже и российские представители много раз об этом говорили. Вот, и наши тоже. Были встречи, кстати. Лукашенко встречался с Багапшем в свое время, с Сергеем Васильевичем. И тем не менее, видите, вот пока как-то вот такого критического такого нет движения в нашу сторону. Хотя я считаю, что шансы есть, и большие шансы. Вот именно в нынешней ситуации. Именно со стороны Беларуси. Со стороны Беларуси, да. Но если говорить о других странах, то нужно работать с Ираном, нужно работать с Северной Кореей, и другими странами, которые, в принципе, вот, в общем-то, относятся к России положительно, которые связи хорошие с Россией, Эритрея, Эфиопия. В Африке огромный потенциал. Вот, я лично знаю, что я общался со многими деятелями практически во всей Африке. И там тоже очень большой симпатией относятся к Абхазии, и к России, и к другим странам, которые вот, близкие наши страны. Поэтому здесь в общем-то, очень много деятельности для работы, но, естественно, у нас ресурсов не так много, чтобы все это охватить. И тем не менее, как-то вот точечно можно работать. Южная Америка тоже вполне, как его, вот, Юго-Восточная Азия. Вот. Ну вот сейчас было признание со стороны Сирии, это, конечно, огромный шаг вперед. И тоже вот надо развивать отношения с Египтом, очень перспективная страна. Иордания там труднее будет, конечно, вот, но Египет, кажется, у них своя такая, более-менее такая позиция автономная на международной сцене и так далее. В общем-то, работы очень много, и она очень важна. Все это должно повышать наши усиливать наши позиции на международной сцене. Это не просто желание, это укрепление нашей безопасности, поскольку это часть нашей всеобщей такой безопасности. Это Российская Федерация, ее союзники и так далее. Что самое главное для государства? Это обеспечение безопасности, внешнее и внутреннее экономическое развитие. Все эти вопросы для нашей маленькой страны вполне мы можем реализовать в стратегическом союзе с Российской Федерацией. Это огромная страна, которая гарантирует нам безопасность, и мы здесь можем все свои экономические проекты осуществлять в союзе с Россией. Но ради престижа, конечно, нужно добиваться признания других стран. Но в практическом плане это, с моей точки зрения, хоть я и много лет возглавлял Министерство иностранных дел,
особенно кроме престижа, особо пока что нам ничего не может дать. Но мы же видим, вот у нас кроме России же есть взаимное признание с другими государствами. Ну, это больше носит такой символический характер, потому что в практическом плане мало что это дает. Вот. Поэтому нам нужно усилить все свои движения, связанные с нашими союзническими взаимоотношениями с Россией и в военном отношении, и в экономическом отношении. Мы еще не использовали совершенно малый процент от всех возможностей, которые открываются перед нами благодаря вот этим взаимоотношениям. И вряд ли мы сможем распыляться там на то, чтобы осуществлять какие-то проекты в других странах. Нам бы вот это здесь, которое вот нам дано, и нет никаких особых проблем, нам бы решить эти вопросы. А что касается с Грузией, вы знаете, я тоже об этом часто говорил и выслушиваю всякие нападки. Но если у нас есть конфликтные отношения с Грузией, если мы соседи и никуда друг от друга не денемся, нужно же разговаривать. Если в обществе есть опасения в связи с тем, что там байрактары появляются или Грузия вооружается, это что, опасения того, что может быть война? Если есть такие опасения, значит, надо разговаривать, нужно налаживать с соседями добрососедские отношения. Да, была война, 30 лет прошло уже. Надо разговаривать и надо сделать так, чтобы угрозы войны не было ни от Грузии, ни от какой другой страны. Как упростить режим пропуска на госгранице по реке Псоу? Да так, чтобы пограничный пункт не был ликвидирован, суверенитет страны не пострадал, но при этом людям было комфортно проходить пункты паспортного контроля. В качестве примера приводится граница между Россией и Белоруссией, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов, а проверки выборочные. Понимаю вот такие опасения, да, со стороны общества. Но, тем не менее, вот мы же очень долго просили российскую сторону облегчить процедуру пересечения границы. Вот я по этому поводу выступал, кстати, вот, когда на переговорах был. Вот. Это было наше желание, чтобы, поскольку на границе существуют разные режимы, да, режимы пропуска, облегченные, полноценные и так далее. Вот у нас сейчас полноценные. Вот. Если бы был бы упрощенный, да, то есть не надо было бы... А упрощенно это как? Ну, не надо было все машины рассматривать, не надо было вот так долго, значит, проверять идентичность. Надо просто, если есть человек, допустим, его данные есть, уже можно просто посмотреть, что данные уже есть. Они пересекают многие границу, а они как-то по новой все это как бы с нуля. Вот это потом, значит, много вопросов задают, все такое. Хотя, тем более россияне, у россиян, да, как-то вопросы задают такие, которые вот для пересечения границы. А есть еще упрощенные, как вот например, между Белоруссией и Россией вообще нету. Но поскольку они союзное государство, но ведь можно... А какая там граница? Скажите, как? Она прозрачная просто. Они просто, там нет таможенства есть, может, они не проверяют. Так в Евросоюзе. Вот въезжаешь и все, там нет никакой проверки. То есть вот может найти золотую середину, да, чтобы была проверка с обеих сторон, но облегченная, то есть не полная, вот полноценная такая, как сказать, может, выборочно как-то проверяли. Здесь вот реакция была немножко острая такая, как будто такое ощущение, что вообще граница убирается. Нет, граница остается, и контроль остается, но он не тотальный контроль, да, а вот такой выборочный, когда вот есть какая-то есть так сказать, подозрение в ком-то, да, в переходящем. Посмотрите, у него документы вот отдельно, правда, но не всех подряд. А сейчас всех подряд, что вызывает огромную очередь, естественно. И я считаю, без большой необходимости. Вот нет такой необходимости у этих россиян, которые приезжают сюда отдыхать в тысячами, да, вот допрашивать их, всю информацию у них проверять. Там у них же есть база данных по всем таким людям. Просто легко можно проверить, что это человек, который себе выдает. Паспорта тоже нормальные. В общем, здесь нужна не ликвидация, да, контроля, а упрощение. Вот это нужно. И мы за это ратовали очень много раз в наших переговорах и в медиа, я думаю, по другим площадкам. Вот этого мы хотим. То есть не снятие границы, а упрощение режима пересечения границы. Вот это в этом разница. При этом и таможенная служба остается? Все остается. Все остается. Все работает? Все работает. Просто выборочно проверяют
тех людей, которые вызывают некоторые подозрения, скажем, да, но не тотально всех. Вот я думаю, вот это было бы для нас идеально, а не полностью, значит, снятие границы, либо вот сохранение того, что сейчас есть. Это тоже как бы нормально, мне кажется. Поскольку у нас отношения между государствами очень хорошие, нет необходимости такой большой контроль устраивать. Тем более, что можно параллельно устроить, вернее, организовать жесткий контроль на границе на Ингуре, да, чтобы не было оттуда каких-то таких угроз. Чтобы это можно сделать. Там абхазские пограничники, российские пограничники. Это можно, хотя граница большая, конечно, сложная, но тем не менее. Там один только пропускной пункт, в принципе, да, поэтому можно легко там все организовать. А там ослабить. Об этом, кстати, Путин говорил, что вот, значит, по мере укрепления пограничных учреждений на Ингуре ослаблять контроль на ПСО. Это вполне реально, и к этому должны идти. В преддверии курортного сезона у нас всегда возникают такие проблемы, и мы всегда начинаем договариваться с российской стороной, как их решить. Вот на этот раз это обсуждение происходило в Думе, но там речь шла о том, чтобы облегчить переход границы, а не упразднить границу. Там были высказаны такие положения, что сделать как между Россией и Белоруссией. Не такой сложный, облегченный порядок. Там мы же не можем сказать, что Белоруссия потеряла свой суверенитет от того, что там облегченный переход границы и таможенного оформления. Я сейчас детали не знаю, как там это происходит. Но я думаю, что суверенитету это не угрожает. И в Европейском Союзе тоже между государствами совсем другие правила пересечения границ и таможенных, правильно? Но они же не потеряли из-за этого суверенитет. Но знаете, я вообще вижу, что мы всего боимся. Всего боимся. Я понимаю, да, мы маленькая страна, угрозы всякие видим. Но знаете, если мы всего боялись бы, мы бы сегодня еще и в составе Грузии были бы. Просто были люди, которые не боялись тогда. И я сейчас тем более не вижу оснований нам бояться. Еще раз говорю, у нас есть надежные гарантии защиты. Надо смелее действовать во всех вопросах. У Абхазии прекрасные транзитные возможности, напоминают эксперты. Для этого у нее есть главное – выгодное географическое и геополитическое положение. В условиях тотальных международных санкций против России перспективы стать транзитным хабом становятся как никогда реальными. Нужно использовать вообще транзитные возможности нашей страны. Это один из таких очень важных моментов, который может сильно повлиять на развитие нашей экономики. Кроме курортного бизнеса, рекреационных возможностей нашей страны, у нас еще хорошие транзитные возможности. Тем более сейчас вот ситуация такая благоприятная для нас складывается, хотя она в целом неблагоприятная в том смысле, что вот эти санкции действуют на Россию. Если мы правильно все выстроим, но мы же тоже не хотим выстраивать, мы не можем как-то на границе с Грузией как-то более либеральную создать атмосферу. Мы всего боимся. Вот так и будем сидеть. Многие страны на этом транзите просто существуют прекрасно. Но у нас возможности через Абхазию, товары из тоже Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана, Турции. Все это может идти через Абхазию. Есть коммуникации. В советское время они же действовали. Железная дорога, шоссейный, аэропорт, в конце концов, есть. Все это нужно задействовать. Но для этого надо разговаривать. Для этого нужно смелее быть. Международный кризис затягивается, но у Абхазии, как это ни странно, появились хорошие возможности развиваться и самостоятельно зарабатывать. Конечно, если верно использовать изменившиеся геополитические реалии.